В Сыктывкаре в эти дни как раз обсуждают, как сделать дороги безопасными. В столице Коми стартовала встреча глав дорожных администраций стран Баренцева региона – Финляндии, Швеции, Норвегии и России. В рамках форума участники обсудят внедрение на территории республики новой техники и передовых технологий, современных материалов, интеллектуальных систем в области обеспечения безопасности дорожного движения, позволяющих осуществлять мониторинг интенсивности движения транспортных средств, регулировать транспортные потоки, обеспечивать видеофиксацию нарушений, следить за соблюдением допустимых весовых параметров. Но главный вопрос – как обеспечить качественный контроль за дорогами в условиях экономического кризиса. Татьяна Супряткина внимательно выслушала докладчиков. Страны-участницы БИАР сотрудничают по многим направлениям, однако вопрос безопасности дорожного движения можно смело ставить на первое место. Регионы схожи по своим климатическим условиям, а потому и проблемы с дорогами мало чем отличаются. Скандинавы уступают России разве что площадями. По расстояниям разница между нами – 1000 километров. В БИАР входят 5 российских регионов – Мурманск, Карелия, Ненецкий округ, Архангельск и Коми. Всех их объединяет одинаковая проблема – дороги. 63% из них не соответствуют нормативам. Причиной тому ошибки при строительстве и неправильная эксплуатация покрытий. Это не просто так, не просто захотели и сделали. Нужно принимать ряд мероприятий. Безопасность дорожного движения – такое многофакторное явление. Зависит в первую очередь, конечно, от водителя, от его состояния, от дисциплины, от автомобиля, от дороги и от окружающей среды. В плане культуры вождения нам бы брать пример со Швеции. Она вышла на первое место по уровню безопасности на дорогах. Там уже лет 10 действует программа «Безопасность 0». Главная ее цель – свести до минимума количество смертельных ДТП на трассах, чего и удалось добиться. Специальных затрат на сохранение дорог мы не несем. Главное – сразу построить качественно, потом эксплуатировать как надо. Единственное, что у нас строгий контроль за тем, чтобы на трассы не выезжали груженные большегрузы с превышением установленных нормативов. Еще одни соседи скандинавов – финны – в вопросе безопасности на дорогах более прагматичны. Как сохранить дорожное покрытие в северных и порой непредсказуемых климатических условиях – на это у них простой ответ. Мы решаем проблему очень просто. Главное – это водоотвод и правильный дренаж. Надо, чтобы канавы и водопропускные трубы были достаточно глубокими и просторными. Как сделать так, чтобы весной асфальт, уложенный прошлым летом, не сошел вместе со снегом? Эта проблема, как выяснилось, близка не только нам. Не могут одолеть ее и норвежцы. У нас проблема эта часто возникает. Как сошел снег и дороги нет. Каждый раз пытаемся новую технологию использовать, чей-то опыт взять. Зачастую похвастать нечем. Вот и сейчас хотим услышать, что вы нам подскажете. В Коми за безопасность на дорогах борются уже давно. Ежегодно миллионы рублей выделяют на ремонт покрытий и строительство новых дорог. Но статистика пока печальна. Что ни день, то авария, да еще и с летальным исходом. Давайте не сбрасывать со счетов, что дорожная сеть на сегодня она у нас практически не реконструируется, если брать Республику Коми. А количество транспорта прибавляется где-то порядка 5% ежегодно. Соответственно, мы находимся как в такой бутылке с узким горлом, куда все больше и больше пытаемся запихать с тех же каких-то изделий, которые даже по теории вероятности все равно будут иметь процесс столкновения. Здесь надо подходить уже более кардинально, искать какие-то интеллектуальные системы транспортные, которые позволят нам в будущем избежать каких-то таких коллапсов, которые, скорее всего, произойдут в ближайшее время. 2 дня участники форума будут искать ответ на главный вопрос – как построить дороги на севере так, чтобы несколько лет потом не думать о ремонте. Найдут ли, покажет время и трассы республики. Татьяна Супряткина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган. И сегодня же на форуме заявили о том, что с 15 ноября федеральные дороги для большегрузов будут платными. Как отметил генеральный директор ассоциации «Родор» Игорь Старыгин, по расчетам экспертов ежегодно тяжеловесы наносят трассам ущерб на 3,5 триллиона рублей. Учитывая, что на выполнение работ на автомобильных дорогах в год выделяется примерно 1 триллион. К нормальному состоянию мы не придем, подчеркнул Старыгин. Как выяснилось, 4 года назад в России провели специальные научные исследования по взиманию платы с тяжеловесных автомобилей, которые вылились в предложение по созданию на территории страны системы, которая с одной стороны могла бы контролировать передвижение тяжеловесов, а с другой компенсировать ущерб, наносимый дорогам грузовыми автомобилями. Проект уникальный. Система взимания платы не имеет аналогов по своему охвату, так как будет применяться почти на 50 тысяч километрах дорог федерального значения. Суммы, эквивалентные сборам, будут причислены
в региональные бюджеты на развитие дорожной сети. Предполагается, что система заработает и на региональных трассах, но только с января 2017 года.